Председатель Кабинета министров с рабочим визитом прибыл в Москву. Так, сегодня Акылбек Джапаров принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств. Глава Кабмина отметил поступательное развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также создание на пространстве СНГ благоприятных условий для продвижения перспективных совместных проектов в энергетике, промышленной, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях. Заметно углубляются интеграционные процессы, укрепляется взаимодействие государств-участников в политической, экономической и культурно-гуманитарных сферах, продолжается сопряжение деятельности СНГ и других интеграционных объединений, повышается авторитет сотрудничества на международной арене. Уважаемые коллеги, ключевым показателем эффективности сотрудничества на пространстве Содружества является улучшение социально-экономической ситуации и повышение благополучия населения наших стран. Ярким свидетельством этому является рост совокупного ВВП стран СНГ на 4,2%, что превышает среднестатистические темпы в мировом ВВП. Акылбек Джапаров подчеркнул, что главная задача сегодня – усилить вклад реального сектора экономики, продолжить привлечение иностранных инвестиций и обеспечить их успешную интеграцию в стратегически важные отрасли в стране. Так, по последним прогнозам Евразийского банка развития, рост ВВП Кыргызстана к 2025 году составит более 8,7%. Наблюдается положительная динамика взаимной торговли Кыргызстана со странами Содружества. В этом контексте я хотел бы поделиться актуальными данными по экономической ситуации и в нашей стране. По нашим статданным за январь-ноябрь 2024 года объем роста ВВП составил более 109%. За указанный период мы не только сохранили, но и ускорили темпы развития, укрепив макроэкономическую стабильность и заложив прочный фундамент для будущего роста. Устойчивый рост обусловлен прежде всего значительным расширением промышленного и аграрно-промышленного производства. Свою долю в процесс вносит также рост экспорта и инвестиций. Согласно данным, объем инвестиций в основной капитал за январь-ноябрь 2024 года увеличился на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост инвестиций обеспечен как за счет внутренних источников финансирования, увеличения в 1,4 раза, так и внешних источников в 1,8 раза. Кроме того, глава Кабмина сообщил, что внешний торговый оборот Кыргызстана с государствами-участниками СНГ за январь-сентябрь этого года увеличился на более чем 15% в сравнении с прошлым годом. Подытоживая экономический итог года, мы сохраняем оптимизм и уверенность, что совместными усилиями не только удержим эти позитивные данные, но и приумножим их. Уверен, что подписанное в прошлом году и вступившее в силу в текущем году для ряда стран СНГ соглашение о свободной торговле, услугами, учреждении, деятельности, осуществлении инвестиций сыграет свою ожидаемую позитивную роль в развитии торгово-экономических взаимоотношений. В целом, за прошедшие годы государства-участники СНГ добились больших успехов во многих направлениях экономического взаимодействия, установив прочные взаимовыгодные связи в сферах торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, строительства, промышленной кооперации, туризма и в других отраслях. Глава Кабмина отметил, что повышенное внимание уделяется развитию транспортно-логистической сферы, что является основой укрепления связанности на пространстве Содружества и в целом на Евразийском континенте. По его мнению, принятие таких документов, как концепция сотрудничества в сфере энергетики на период до 1935 года, план первоочередных мероприятий по ее реализации, а также план действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортов до 2030 года, было своевременным в придании дополнительного импульса развитию сотрудничества в этих важных сферах. Акылбек Джапаров в своем выступлении призвал к активизации сотрудничества и в сфере трудовой миграции. Считаю необходимым объединить усилия по проведению совместной работы по выработке механизмов избирательности, проверок личности, для того, чтобы трудовая миграция была безопасной, упорядоченной и легальной, а честные и законопослушные трудящиеся не страдали от несправедливости, предвзятого отношения и дискриминации. В этой связи полагаю важным продолжение общей работы по укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами, поиску взаимоприемлемых решений, направленных на
полноформатную реализацию прав трудящихся. Глава Кабмина также отметил, что развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере было и остается приоритетным направлением в Содружестве. Отметим, уже завтра Акылбек Джапаров примет участие в Евразийском межправительственном совете. В ходе заседания будут обсуждены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках интеграционного объединения, культурно-гуманитарное сотрудничество и другие вопросы. Юлия Ценко, Татыбыбык Кинджакунова, ЛТР, Бишкек.